В сегодняшнем видео мы расскажем о бедном населении Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто виноват в растущей бедности. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные объективные новости без выгоды третьих лиц. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. По данным Всемирного банка, если бы уровень бедности в странах Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, продолжал снижаться, как и в прежние годы, то к концу года миллионы человек в регионе избавились бы от бедности. Сообщение этого Международного финансового института было распространено 17 октября, накануне Международного дня по борьбе с бедностью. В нем говорится, несмотря на то, что бедность в странах Центральной Азии продолжает снижаться, этот процесс заметно замедлился. За эти годы количество малоимущих в Таджикистане, по средним подсчетам, сократилось всего на 1%. По оценкам Всемирного банка, если правительство Таджикистана сохранило бы прежние темпы, то к концу года из 9-миллионного населения лишь 1 миллион человек или 13% населения считались бы малоимущими. В новом исследовании Всемирного банка касательно бедности в Центральной Азии говорится, что сокращение темпа снижения бедности связано с замедлением экономического роста в регионе. Таджикские трудовые мигранты до 2008 года ежегодно отправляли домой миллиарды долларов, продвигая тем самым экономику страны, помогая преодолеть бедность. После кризиса объемы денежных переводов мигрантов сократились. По данным Всемирного банка, наиболее высокий уровень бедности наблюдается в сельских районах региона. В 2010 году показатели крайней бедности в Европе и Центральной Азии были самыми низкими в сравнении с Южной Азией и Субсахарной Африкой. Однако более пристальный взгляд на регион раскрывает сложность преодоления бедности. Хотя бедное население переживает трудности, присущие другим регионам, такие как безработица и недостаток продуктов питания, продолжительные и суровые зимы – одна из уникальных для региона проблем. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Последние годы экономисты часто критиковали экономическую политику правительства за неспособность сократить бедность среди населения. Неправильная политика, говорят они, свела на нет прошлые достижения. Коррупция на всех уровнях, нездоровая конкуренция привела к тому, что ежегодно тысячи предпринимателей становятся банкротами или вынуждены закрыть свой бизнес. Всемирный банк и другие финансовые институты обратились к правительству с просьбой диверсифицировать экономику и создать условия для инвесторов, чтобы они могли работать и создавать рабочие места в стране. Всемирный банк рекомендует странам региона следовать политике, способствующей созданию рабочих мест и охватить уязвимые группы населения, особенно женщин и детей. Но пока руководство Таджикистана борется с данной ситуацией лишь на бумаге, потому теряет работоспособное население, которое уезжает. А это подрывает развитие страны. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.